В Министерстве обороны Республики Абхазия подвели итоги боевой и морально-физической подготовки. Во встрече также принимал участие бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил Анатолий Зайцев. Указом министра обороны Абхазии Владимиром Ануа Анатолия Зайцева наградили медалью 25-летия Министерства обороны за верную службу и особые военные заслуги перед страной. Первое, спасибо за приглашение, теплые слова. Конечно, первое, что увидел, желание познать службу вот истинных воинов я увидел, вот так скажу, истинных воинов. И первое учение, которое мы провели с вами в Ичимчирах, оно всех, конечно, ошарашило. При подведении итогов подготовки за июль месяц с докладами выступили начальники управления вооруженных сил и командиры подразделений, подробно рассказав о проделанной и предстоящей работе. Детально изложил в своем докладе начальник управления по боевой и морально-психологической подготовке Министерства обороны Республики Абхазия Бжания Давид. В течение месяца проведены ряд плановых мероприятий, в частности, командирские занятия с командирами рот, взводов, сержантов воинских частей, ряд огневых тренировок. Также в частях выполнено упражнение учебных стрельб. Проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем артиллерии. Плановые занятия по вождению с механиками-водителями проведены. Также сборовые мероприятия, в частности, сборы с гранатометчиками, с механиками-водителями и старшинами рот. Подводя итоги боевой и морально-физической подготовки вооруженных сил Абхазии, министр обороны отметил, что наша армия справилась с поставленной задачей. Самое главное, основа была сделана, проекты были сделаны, они осуществлялись по ходу, и мы придерживаемся к этому и думаем, что не подвели никого и не собираемся подвести. Есть сложности, конечно. Министр обороны Республики Абхазия Владимир Ануа также лично провел встречу со всеми участниками армейских игр «Армия-2022». Организатором данных игр является Российская Федерация. Участие в них примут военнослужащие из более чем 40 стран. Абхазию будут представлять 7 команд, сформированных из офицеров вооруженных сил Республики Абхазия. В качестве руководителя абхазской делегации на армейских играх выступит первый замначальника Генерального штаба вооруженных сил Республики Владимир Камке. Следует отметить, что в рамках международных игр «Армия-2022» также будет проходить состязание профессиональных исполнителей и творческих коллективов вооруженных сил государств-участников. В данном конкурсе от нашего государства примет участие команда «Армия культуры». Конкурс проводится в целях популяризации военно-патриотической песни, реализации творческого потенциала офицеров и приобщения к ценностям культуры своего государства. Конкурс состоит из 4 этапов. Первый этап – это вокальное мастерство. Участники демонстрируют свои таланты в исполнении эстрадных и народных песен. Второй этап – это хореографическое мастерство. С каждой командой участвуют 4 человека, которые представляют национальный танец и военную пляску. Третий этап – это у нас инструментальный жанр, в нем соревнуются по 2 участника, то есть они продемонстрируют свое умение в исполнении народных песен, также на своих национальных инструментах любых стилей и жанров. Ну и самый для нас ответственный конкурс, 4-й этап – это выставочная деятельность, это является выставка стран-участников международных армейских игр, посвященная культурному и историческому наследию. По итогу встречи начальник Генерального штаба вооруженных сил Республики Абхазия Василий Лунев поставил перед военнослужащими новые задачи на август месяц.